Сегодня в лагере «Байтик» стартует юбилейный этнографический фестиваль «Крутушка». О многочисленных гостях фестиваля, участниках и площадках не только для взрослых, но и детей мы еще поговорим чуть позже в нашей программе. А пока встречаем утреннюю гостью, юную, но уже известную певицу Саиду Мухамедзянову, которая также примет участие в фестивале «Крутушка». Доброе утро. Доброе утро. Саида, вы готовите сюрприз на фестиваль. Очевидно, что это будет что-то музыкальное, правда? Да, мы готовим большой сюрприз, причем я пою не одна. Я пою вместе с Зулей Камаловой. И для меня это на самом деле колоссальный опыт петь с таким профессионалом. Поэтому сюрприз будет необычный, также я спою и одна, поэтому ждите. А вы уже выбрали песни? Песни мы в процессе выбора. У нас есть несколько песен, на которых мы уже остановились, но репетиция у нас будет позже. То есть это наверняка национальная песня на татарском языке? Да, это на татарском языке национальная песня. Ну, Зуля Камалова сама по себе больше поет вот какой-то вот альтернативный вариант татарской музыки, так скажем. Вам ближе классическое исполнение или альтернативное? Вы знаете, я точно не смогу вам ответить на этот вопрос, так как уникальным артистом называют того, кто умеет петь в разных жанрах. Но также не исключение является то, что и в разных жанрах нужно уметь правильно найти подход именно с экспериментом, так как... Ну, то есть нравится и то, и классическое исполнение, и новый взгляд. Да, и новый взгляд, так как в разных жанрах нужно находить ту изюминку, в котором исполнитель раскроется в песне, а также песня прозвучит по-новому. Нет, ну вот судя по тому, по вашему выбору, вы участвовали в программе «Голос», и к вам повернулась и Пелагея, и Дмитрий Билан, но тем не менее вы все-таки выбрали Пелагею. Вот следует ли из этого вывод, то, что все-таки вот этнографический народный жанр вам более ближе? Да, это была одна из причин моего выбора. Я с детства пою фольклорные песни, народные также, поэтому, как вы сами, наверное, знаете, Пелагея поет фольк-рок, арт-фольк, поэтому она, конечно же, мне ближе по душе. Каждый ребенок, который выбирает наставника, в первую очередь смотрит на вкусовые предпочтения, именно музыкальные, поэтому... Моему предпочтению ближе была Пелагея. Ну, вообще, это участие, вот, общение с такими известными певцами, исполнителями, как вот сейчас повлияло на, скажем, уже ваше творчество? Что-то подметили у Пелагеи, какие-то вот фишечки, изюминки, чему-то она вас научила. Раскройте тайну, если можно. Конечно же, я очень много слушаю Пелагею. Также была на ее концерте в Санкт-Петербурге, где мы с ней вместе исполнили татарскую песню. О, да, конечно, это было для меня колоссальным опытом послушать ее вживую, как она поет русские народные песни, но в своей интерпретации. Поэтому, конечно же, опыт большой. У нее есть чему поучиться и взять что-то. Ну, и, конечно же, мы вас сегодня не отпустим без песни, поэтому вот что-нибудь исполните, там, ну, ваши любимые, допустим. Я так думаю, что вы все-таки вот пришли сегодня в таком красивом колфаке, наверное, что-то будет такое татарское, национальное. Да, я хочу исполнить песню, которую мы как раз пели вместе с Пелагеей на ее концерте. Кто будет за Пелагею? Света, ты, пожалуйста, мне нельзя. Ты будешь благодарный слушатель? Да, я... Татарская народная песня на слова Габдуллы Тукай «Аль-Люки». Внимательно. Ишет мин киша матур милли
Белюки. Браво. Браво, браво. Замечательно. Спасибо большое. Цветы вам забирайте. Это был небольшой такой тизер. Это и многое другое вы увидите на этнографическом фестивале «Крутушка» Саида Мухамедзянова. Мы желаем вам творческих творческих побед. дальнейших успехов и увидеть Спасибо вас на большое. самых лучших больших сценах страны и не только. Спасибо большое. Мы уверены, что фестиваль пройдет отлично, поэтому приглашаем вас.